Айдар, добрый день. Добрый день. Как Привет. дела? Нормально. Что делаешь? Работаю в выходные дни. Ты родился и вырос в Актанежском районе, и там же учился в гимназии. Мгм. Вот расскажи, что это за гимназия, в чем ее особенность? Ну, на самом деле, я учился не только в гимназии. Мгм. Я сменил 5 или 6 школ, причем даже в разных районах Татарстана. И вообще в первый класс я пошел в Заинском районе, Сарсаз-Багрянская школа. Моя первая учительница — это Мария Ильинична. То есть я учился в Кряшинской школе М. несколько недель в первом классе. А в гимназию я поступил уже в 2011 году, в 8 класс. И эта гимназия открывалась как некое не то что суперсовременное, но очень важное учебное заведение, которое стало бы основой для подготовки новой татарской интеллигенции. Такого вот Татарзия Ларабуна, то есть поколение татарской интеллигенции. Когда узнал, что такая школа открывается, очень хотел туда поступить. Потому что, когда я был младше, учился в начальных классах, пятых-шестых классах, я всегда представлял себе такой образ татарского медресе, где учатся шакирды, где готовят там будущих Тукаев, Рамзана Ибрахимова и остальных. И я даже не верил своим глазам, когда эта школа вообще открылась, потому что это, мечты сбываются вообще, какая-то фантазия сбывается. Вот. И когда вышла новость о том, что школа открывается, такая гимназия открывается, я прочитал там о том, что принимают только семиклассников, только на 7 класс там поступление идет. Я даже был готов снова там учиться в 7 классе, чтобы там учиться, чтобы в школу поступить. Но, слава богу, там сделали прием 7-8 классов, и мы стали вот как раз первыми учениками новой гимназии. Но сейчас гимназия тоже развивается. В этом году открывается новый корпус гимназии, там будет еще больше учеников, больше возможностей. И школа уже как бы дает как бы свои плоды, свои результаты. Много уже наших выпускников, которые работают в разных сферах, в той или иной степени развивают культуру. Поэтому я думаю, что СПИС справляется. Ну, я вот тоже считаю себя таким вот хорошим выпускником, который вот тоже пытается как-то вот вкладываться в татарскую культуру. А так это интересная школа, где татарский язык есть, который находится вообще в Актаныше, где 98% населения татары. Супер интересные проекты там мы делали, когда был учеником, когда был учителем там некоторое время. Просто это такой татарский Хогвартс на самом деле. Таких школ больше нет на самом деле, потому что, как и Хогвартс, школа находится где-то там в отдаленной местности, в Актаныше, туда нужно ехать 4 часа как минимум. Да, так что это вот там и интернат, само собой, и там дети учатся и учились из разных регионов России. Мой самый близкий друг вообще из Красноярского края, он приехал в Актаныш, учился у нас, потом его семья полностью перебралась в Казань, так что у нас там, да, своего рода Хогвартс был. А учеба там ведется на каком языке? Часть предметов на татарском языке, часть предметов на русском языке. Это всегда так было или только вот после речи Путина? Да, речь Путина вообще на самом деле особо и не повлияла, кажется, на жизнь гимназии. Там, вообще речь Путина же это об изучении родных языков, Да. а не об изучении предметов на родных языках. Как бы такая разница есть. А так, когда мы учились, тоже, в принципе, часть предметов была на русском. Официально, скорее всего, было так, что мы учились только на татарском языке. А по факту мы учились на русском языке. Ну, в чем это проявлялось? То есть учителя объясняли что-то на русском языке, вернее, начинали объяснять что-то на русском языке, но плавно переходили на татарский, потому что, ну, это все-таки Актаныш. Там моноязычная среда татарская, на самом деле. И там человеку трудно жить, не зная татарского языка. Поэтому там и армяне, и русские, да, которые там есть, они изучают татарский язык, там, ну, бытовой татарский язык. Некоторые армянские дети знают татарский лучше даже, чем наши дети, на самом деле, потому что изучают это хорошо. Там не так много представителей других национальностей, но они знают язык, потому что это нужно. И гимназия, воспитательный процесс всегда шел на татарском языке, то есть там
в коридорах говорят на татарском языке, во время мероприятий все происходит на татарском языке, и уроки тоже, они даже если ведутся на русском языке, то превращаются в урок на татарском языке все равно. Ну, само собой, у нас были учебники на двух языках, и на русском, и на татарском. Вот. Ну, мы готовились к ЕГЭ на русском. А так, ну, это все равно татарская школа, на самом деле. Вот. А после речи Путина изменилось только что, то есть количество уроков татарского языка изменилось. В старших классах в первую очередь. И это, на самом деле, плохо влияет, потому что у нас же цель подготовить интеллигенцию татарскую. Татарская интеллигенция должна знать литературу и язык. Когда мы учились, ну, вот в 10 классах у нас татарский язык был всего час в неделю, ну, потому что 10 класс, там, в принципе, у нас не так много тем, как бы, для изучения. Вот адабията было очень много. И это хорошо, потому что мы изучали там средневековую литературу, литературу 19 века, 20 века. И это тоже часть воспитания, это часть изучения истории, тем более истории татарского народа и Татарстана в школах практически нет. И плохо то, что сейчас уроков адабията тоже стало меньше, даже в Актанерской гимназии. Понятно. А уже после школы ты переехал в Казань, учился в Казанском федеральном университете. На каком направлении? Я поступил на религиоведение. Это такая интересная сфера. Туда мало кто поступает по собственному желанию. Откуда вообще возник интерес? Я интересовался религиями уже со школы. Где-то в 9-10 классе я прям точно решил для себя, что хочу изучать религии разные, историю и теологию разных религий. Ну, в первую очередь, католицизма. Всегда было интересно. Но на самом деле, почему? Потому что, я, как правило, отвечаю так. Посмотрел фильм «Изгнание дьявола» и влюбился в католицизм. Вот. В какой-то степени это правда, действительно. То есть, в первую очередь, это влияние Голливуда, не только Голливуда, но еще и европейского кинематографа, всего вообще образа католического духовенства. Это красиво, на самом деле, и богослужения у них красивые. Но дальше я начал изучать как раз-таки какие-то элементы теологии, и там тоже все очень красиво, на самом деле, потому что католическую теологию изучали и описывали, строили, можно сказать, величайшие умы человечества. Фома Аквинский, Августин Аврелий, это действительно очень умные, образованные люди, которые не писали просто так какие-то вещи, то есть строили все на основе логики, все красиво выстраивали. Это изучать тоже приятно, на самом деле, доставляет реально задуматься. И в 10 классе у нас была в школе конференция, и там я выступил с докладом о концепциях спасения в основных религиях. То есть, там, в буддизме, исламе, иудаизме и христианстве. Так получилось, что в университете я эту тему продолжил, в рамках уже католицизма, уже все мои курсовые написаны, и диплом тоже, то есть посвящены теме всеобщего спасения в католицизме. Такая вот юридическая тема. И даже сейчас в магистратуре примерно такая же тема продолжается, как отвечаю там пути спасения, как можно спастись, если ты католик. Но этот интерес, это как интерес остается, то есть перехода в религию об этом? Нет, конечно, это интерес. Об этом не было мыслей. Я отвечу дипломатично, скажу, что нет, не было. Нет, на самом деле мысли-то они приходят, особенно когда ты часто взаимодействуешь с этой религией, ходишь в целых ознакомления, там, церковь католическую, ходишь в их библиотеку, смотришь фильмы, читаешь энциклики пап римских, изучаешь документы и так далее. Но на самом деле изучение разных религий мне всегда помогало укрепиться в своей религии, в исламе. Не в плане критики, то есть вот какие плохие религии, нет, не в этом плане. Например, читая проповеди Папы Римского, я вижу, что это все, некоторые вещи, даже большинство вещей, большинство идей совпадают с тем, что есть в исламе, и просто понимаешь свою религию лучше. Довольно интересно, конечно. Но это опасный путь все равно. В целом, быть религиоведом опасно, потому что иногда случается так, что, изучая тот или иной объект, начинаешь влюбляться в этот объект,
Например, это опасно, когда изучаешь нетрадиционное религиозное движение, так называемые секты. Такое бывает, поэтому нужно осторожно быть. Но меня вот Бог миловал, католиком пока не стал. Но католиков очень люблю и уважаю. Окей, рахмет. Окей, рахмет. Окей, рахмет. Как появился проект Гилем? И вообще, что это за проект? Гилем появился как вздох отчаянного человека. Не, на самом деле, конечно, можно долго рассказывать об этом. Если очень коротко, Гилем появился в 2014 году, в августе, когда мы с моим учителем в гимназии в Актанаше Ленаром Наиловичем Хусаиновым на территории нашего лагеря прогуливались ночью, общались, там, обсуждали разные идеи. И тогда мы как бы объединили на самом деле наши идеи. То есть у него была идея записывать лекции наших учителей. У меня была идея сделать что-то наподобие постнауки, потому что тогда постнаука существовала второй год и становилась как бы постепенно более популярной. И я очень любил слушать там лекции, читать статьи. И тогда что мы сделали? Мы как бы сделали сайт такой простенький, перевели несколько материалов из постнауки, потом даже сняли несколько лекций с нашими учителями, все это разместили, постепенно, как бы в течение года там наращивали контент. Ну, это шло очень медленно, потому что я был 11-классником, было не до этого, но у нас тогда была такая идея, такое видение, что мы как бы хотим сделать почти что такую вот небольшую корпорацию, где готовили бы и всякие пособия на татарском языке, инфографики на татарском языке, шли бы переводы. И как раз таки тогда же у меня появилась идея перевода Гарри Поттера, и я перевел первую главу из 5 книги. Но потом все-таки там, экзамены, ЕГЭ, там, все остальное, как-то был не до Гилем. Но летом 2015 года, когда я поступал в университет, у нас появились как бы новые уже как бы союзники, коллеги, братья Миргаязовы, Ренат и Азат Миргаязовы. И они как бы тоже включились в нашу команду Гилем. Когда я переехал в Казань учиться, у нас уже были такие коллеги, члены команды, и в Казани мы уже развивали Гилем совсем по-другому. То есть у нас появились и волонтеры, и некая база. Нам очень помог Казанский федеральный университет в лице Радифа Рифкатовича Замалетдинова, директора Института филологии. Он нам даже предоставил помещение для редакции. Мы там проводили свои мероприятия, лектории, собирали волонтеров. Это была такая интересная жизнь. Гилем создавался как проект, который стал бы таким вот источником научно-популярного контента на татарском языке. И в принципе это проект для таких вот, да, то есть людей, которым интересна наука, которые любят читать, смотреть интересные видеолекции. И создавался из-за того, что такого контента на татарском языке очень мало. По многим направлениям мы единственные, кто делает такие вещи на татарском языке. Вот. Сейчас, конечно, у нас очень много продолжателей нашего дела. Это очень хорошо, мы этому очень рады. Начали в этом мы, и мы стараемся это продолжать. А до переезда в Казань, получается, этим проектом занимались 2 человека? Да, я и Ленар Наилович. Вот. А волонтеры — это просто студенты? Да, в Казани у нас появились волонтеры, да, студенты Института филологии, но не только из Института филологии, и не только КФУ. Были у нас студенты из КГМУ, из КАИ, из колледжей даже. Ну, в принципе, даже школьники были в нашем составе наших волонтеров. Они помогали нам переводить статьи с русского, с английского и даже с турецкого. Вот. Кто-то в качестве волонтера писал даже какие-то материалы, посты и так далее. Волонтеры нам помогали проводить мероприятия. Вообще у нас была такая интересная среда, такое сообщество людей, которые развивают науку на татарском языке и развивают себя, потому что пишут тексты, переводят там и так далее. И многие из них, в принципе, продолжили работать в каких-то редакциях, интересных местах. То есть они получили у нас хороший опыт, я думаю, и я думаю, что этот опыт им помог. А сейчас в команду Гилем много человек входит?
Сейчас у нас не так много, у нас сейчас буквально 4-5 человека. Мгм. Но это костяк, который самый подготовленный костяк. Люди, которые не только волонтерят, они, получается, хорошо знают науку, хорошо знают эту тематику и которые, ну, в какой-то степени являются фанатиками этого дела. То есть они, несмотря на все сложности, пишут, переводят, проводят лектории. Такие вот поклонники этого дела. А вообще есть желание как-то расширять еще больше? Да, расширять? конечно. То есть, когда мы говорим об обучении на татарском языке, Мгм. мы не можем как бы представить эту систему татарских школ без таких вот вещей, как Илем, или там Ошик университет, или проект Альбетта, или что-то еще, что помогает детям развиваться вне школы, но на татарском языке. Мгм. Поэтому думаю, что наше дело очень важное и хотим развиваться. Ну, пока у нас основные планы связаны с изданием школьного атласа по астрономии на татарском языке и сборника научно-популярных статей на татарском языке. Надеюсь, у нас получится. В принципе, пока обещали поддержку. Вот. Если все получится, то у школьников будут хорошие, интересные книги на татарском языке. Это тоже важная проблема, потому что книги тоже нужны, и их практически совсем нет Мгм. по этим направлениям, по этим темам. Окей, рахмет. Окей, рахмет. Окей, рахмет. А перевод Гарри Поттера на татарский, какой корень у этого дела? То есть откуда это началось? Ну, Почему Гарри Поттер? очень просто. Я лично большой фанат Гарри Поттера. И те, кто переводит, это тоже фанаты Гарри Поттера. Те, Мгм. кто любит Гарри Поттера, понимают этот мир. Поэтому мы в какой-то степени делаем что-то интересное для себя, свои какие-то личные амбиции, да, то есть у нас нет как бы цели заработать на этом. В принципе, для нас не так уже важно, там, издадут книгу или нет. Мы переводим, размещаем на сайте и получаем от этого удовольствие, потому что приятно, когда Гарри Поттер говорит на татарском языке. Мгм. Потому что это часть нашего детства, для кого-то очень важная часть даже. И так мы продолжаем как бы вот развивать кусочек нашего детства. Мгм. Это дело еще продолжается. Да, конечно, у нас еще 4-я книга, 5-я, 6-я, 7-я в стадии перевода. Да и даже если закончим переводить, все равно мы будем заниматься этим делом, потому что мир Гарри Поттера большой. Ну, у нас были планы, связанные с Толкином, на самом деле. Ну, посмотрим, как это получится. Мгм. Но это нам нравится, в первую очередь. А Важно. что сейчас как бы является преградой для того, чтобы начать издавать эту книгу? На самом деле преград нет. Если есть издатели, издательства, которые заинтересованы в этом деле, которые готовы вложиться денежно в это дело, то они могут издать Гарри Поттера без проблем Мгм. на татарском языке. То есть, само собой, как бы, если использовать наш перевод, то нужно с нами договариваться, но это у нас нет каких-то сложных условий. Если они хотят как бы сделать свой перевод, то могут сами перевести, найти своих переводчиков. Мгм. То есть было бы желание издательства, на самом деле. Если бы не была такая цель, то это можно сделать. Мгм. Вот. А перевод выполнялся волонтерами тоже? Да, волонтеры. Мы их отдельно собирали, проводили там тестовые переводы. Я не слишком доволен качеством переводов, и по возможности мы как раз таки работаем сейчас над улучшением качества переводов Мгм. и редактируем переведенные книги заново. Но это нормальный рабочий процесс. Вот. В принципе, волонтерский перевод — это не новая тема. У Гарри Поттера очень много переводов на самые разные языки. Официальных переводов где-то 80-85 штук, что ли, то есть, языков, на которые переводились официально. Но на самом деле неофициальных еще больше, много неофициальных переводов, неофициальных изданий много. Есть люди, которые специально коллекционируют такие неофициальные переводы, то есть неофициальные книги. Это очень интересно. И на русском тоже. Вот сейчас официально выпускается лицензированный, его читается перевод Марии Спивак. Раньше, когда книги выходили в издательстве Росман, перевод Марии Спивак был таким вот неофициальным и публиковался вообще на ее сайте. А теперь как бы это авторизованный перевод, официальный перевод.
Так что это нормальная история. А когда переводили, вот были, наверное, сложности, связанные с тем, что некоторых слов нет в татарском языке, некоторые слова, они связаны чисто с такими магическими терминами, да? И как вот их переводили? Да, такие сложности есть, но это нормальные сложности для переводческой работы. Тем более это не только сложность, это еще и как бы некий вызов для языка. Как я говорил уже много раз в разных там интервью и выступлениях, перевод Гарри Поттера — это вызов для татарского языка. Мы как бы проверяем, на что способен татарский язык. Татарский язык способен на всякое. И Гарри Поттер — это не такая уж сложность. Сложнее переводить там Суньцзы или переводить там философские труды. Но в Гарри Поттере есть такая особенность, то, что да, есть волшебный мир, который описывается на татарском языке, в татарских сказках, на татарском фэнтези, но Гарри Поттер совсем другой язык, другой мир, поэтому нужно было учитывать такие особенности. В том числе иногда изучать этимологию многих слов, не только волшебных слов, но и обычных слов английских, и изучать как раз-таки выступления Роулинг. Но я лично всегда ориентировался на энциклопедию Гарри Поттера, потому что там много информации есть, и как-то вот старался все это учитывать лично я. Но мы как бы старались сделать так, чтобы было и правильно, и красиво, чтобы это звучало на татарском языке более-менее естественно. Местами это получилось очень хорошо, местами не очень, но у нас всегда есть возможность это исправить, пока не вышла книга официально. Но вы переводили с английского, не с русского? Да, переводили с английского. Но, само собой, мы ориентировались на русский перевод. Причем русский перевод не только Росмановский, не только Марии Спивак, но и на ряд неофициальных переводов. И нам приходилось еще и учитывать турецкий опыт перевода, потому что некоторые слова нам приходилось буквально брать из турецкого языка. И вот относительно недавно уже вышла книга Суньцзы, тоже на татарском языке, «Искусство войны». И еще что-то. Мы перевели Суньцзы на татарский язык, а еще у нас есть сборник «Ажаиб Дунья». Это просто сборник наших статей, самых интересных статей, которые публиковались на сайте. Их перевод как выполнялся? Тоже? Суньцзы я переводил с английского, не из китайского, но использовал, получается, два перевода на английский язык. Один перевод конца 19 века, потому что там, это один из таких фундаментальных переводов. Еще один перевод на английский язык использовался, чтобы там сравнивать. На русском языке тоже я ориентировался на такие хорошие работы, где есть и перевод основного текста, и комментарий к переводу. То есть это своего рода такая даже научная работа была. Но у Суньцзы есть много изданий на русском языке и на остальных языках, в том числе и с основным текстом, без комментариев, и с комментариями. Как правило, там текст основной текст занимает меньшую часть, а большую часть книги это просто многочисленные комментарии. Потому что текст очень древний на самом деле, и чтобы понять правильно Суньцзы, нужно учитывать очень много моментов. Но мы сделали такое издание, где есть как бы основная часть и есть небольшие комментарии, чтобы лучше что-то понималось. Это интересный опыт. Почему Суньцзы? Я, честно говоря, сначала вообще не хотел даже касаться Суньцзы, но вот мой друг Даниль, который из Красноярска, с которым мы вообще делали этот проект, он прям так настойчиво просил, чтобы мы занимались именно этим переводом, этим проектом. Но когда я уже там ознакомился с текстом и начал работать, я влюбился в этот текст на самом деле, потому что там все коротко и ясно, и интересно. В то же время это китайский текст, поэтому остаются какие-то вот непонятные вещи, которые требуют расшифровки, а можно расшифровывать по-разному. Я смотрю там разные переводы, разные тексты, комментарии, понимаю, что там по-разному понимается что-то, и многие там что-то от себя добавляют, как-то по-своему интерпретируют Суньцзы. Но у нас получился такой более строгий текст в этом плане. Но у нас еще были планы по переводу других таких вот философских книг, достижений, скажем так, всемирной литературы. Но, думаю,
постепенно будем это дело продолжать, потому что на татарском языке такие вещи должны существовать. Не только популярные, суперпопулярные тексты, но еще и такие глубокие тексты в том числе. Но у меня лично есть большое желание перевести размышления Марка Аврелия. Это очень интересный текст, по сути, дневники римского императора. И они тоже в какой-то степени популярны, и много чего полезного можно там найти. Ну, вообще, получается, мировую литературу, и в том числе русскую литературу, начали переводить на татарский еще в дореволюционное время. Да. Потом в советское время тоже продолжался перевод. Да. А сейчас, вот, я так понимаю, как бы этим официальные учреждения не занимаются. Ну, занимаются на самом деле. Но как-то не очень активно. Да, и переводят, получается, какие тексты. Ну, сложности связаны в первую очередь с тем, что авторское право защищается, на переводы нужно получать права и так далее. Ну, например, татарское книжное издательство в последнее время выпускает переводные книги, выпускает, получается, Пушкина, Некрасова, Есенина на татарском языке, то есть поэтов. Потом издательство Магариф Вакыт тоже выходили, опять-таки, поэзия на татарском языке переводная. Кажется, приводили пьесы на татарский язык. Ну, в принципе, пока вот все. То есть, ну, есть как бы переиздания, например, Маугли, кажется, переиздали. То есть в советское время еще там эту книгу переводил Разиль Валиев. Вот, и теперь переиздали. Ну, у Разиля Валиева еще есть «Маленький принц» на татарском языке. Кажется, его то ли переиздали, то ли в интернете просто там опубликовали заново. Ну, хороший перевод. В советское время делали хорошие переводы. Это дело можно возобновить хотя бы через вот переиздание этих книг, качественных, красивых, интересных книг. Ну, а активную переводческую работу нужно, конечно, начинать. Да, есть как бы государственные учреждения, они в этом деле как бы все-таки больше пассивны, к сожалению, пока что. А из негосударственных, получается, Гилем переводит что-то на татарский язык. Но есть теперь другие группы, которые переводят какие-то произведения на татарский язык. Но, к сожалению, все-таки и у нас, и у других групп большие проблемы с качеством. Потому что хороший перевод, в целом, как бы хорошая такая текстовая работа предполагает наличие хороших опытных редакторов. Вот. У нас пока их нет, таких у волонтерских групп. Поэтому нужно все-таки стремиться к качеству. Ну, вообще, вот мне кажется, что из-за того, что сейчас перевода меньше, он менее активный, и татарский язык из-за этого перестает развиваться такими темпами, которыми он развивался до этого. Да. То есть терминов становится, их даже, может быть, и не меньше становится, но он недополучает термины, которые уже появились. И из-за того, что нет какого-то официального такого государственного перевода, термины очень разные. То есть где-то, например, водород, тот же самый, написан как водород, где-то как сутуар. Насчет как бы разности переводов, да, есть такая проблема, то что в зависимости от, скажем так, научной переводческой ориентации переводчика, да, то есть там используются разные переводы. Там водород у нас, например, в Гилем мы пишем и сутуар, и водород, но стараемся популяризировать термин сутуар. Сутуар или сутудар вещь. Это еще нужно уточнить. Но мы как бы, да, это делаем. Хотя вот Гилем, в принципе, если мы придумываем какой-то термин, то мы всегда даем как бы вот официальный вариант, в том числе перевод на русский язык, чтобы было понятно, чтобы там не страдали люди. Но в чем проблема? То есть этим должен заниматься не мы, а Институт языка, литературы и искусств или другой орган, который уполномочен вводить, скажем так, термины или делать их официальными, что ли, там, подбирать и так далее. Ну, такой задачи как бы поставленной на государственном уровне пока еще нет, поэтому вот кто как может, так и делает. А в официальных словарях там, ну, там водород. Ну, тут как бы какая логика? Словари же, они фиксируют, официальные словари, по крайней мере, да, фиксируют слова, которые используются. То есть сначала кто-то их использует, потом они переходят в словари. Сначала, получается, кто-то использует там варианты, там водород, там, да, там углерод и так далее. Ну, всегда так использовались. И само собой переходят в словари.
Авторы словарей специально не занимаются тем, что там переводят там слова, придумывают новые термины. Такого процесса у нас, в принципе, сейчас нет официального. В Турции так делали, да, в 30-х годах там вообще обновили словари, там научную лексику, политическую лексику полностью обновили, придумали очень много новых терминов, и из-за того, что была государственная поддержка, даже не столько поддержка, сколько давление государственное, эти термины вошли в обиход. Да, то есть сами избавились от французских слов, избавились от многих арабских слов. Появились исконно такие турецкие слова. Мы тоже могли бы так сделать, но это все бессмысленно, если нет как бы общей такой системы государственной, которая включала бы и словари, и перевод учебников, и введение этих слов в прессе, и введение этих слов в образовании там, и так далее. А так мы делаем то, что мы можем. Мы хотя бы стараемся делать подборки терминов, которые были раньше, до революции, там, или там вообще в древности использовались, например, астрономические термины, чтобы мы знали, что вообще такие слова у нас есть, чтобы мы не считали свой язык языком там, чисто такого там, сельского быта или там, языком такой красивой литературы и языком, на котором нельзя описывать науку. Да. Ну ведь эти еще слова, они искусственные, я так понимаю, вытеснялись из языка в советское время. Да. Из словарей в том числе. Да, там слово, например, гайля, там даже сейчас многие люди старшего поколения говорят семья, а не гайля. Почему так получилось, мне, в принципе, даже странно это кажется. Ну да, в принципе, вот в 20-х годах еще арабизм и фарсизм сохранялись в языке, даже в официальной лексике сохранялись, но их очень довольно быстро вытеснили русские слова. Но это казалось прогрессом тогда. Сейчас идет обратный процесс, там мы избавляемся от некоторых русских слов и начинаем использовать арабизмы и фарсизмы. Ну, как мы уже это начали наши предшественники в 90-х годах, но это тоже не всегда выход. Не всегда это получается красиво, тем более, что все-таки арабский язык все равно чужой язык. Из-за арабских слов нам приходится нарушать правила татарского языка, да, в крайней мере, правописания. Поэтому тоже не всегда это выход. Хотя иногда это красиво. Лучше придумать татарское слово новое. Да, конечно, но опять-таки без фанатизма. А если с фанатизмом, то это должны делать государственные органы, на самом деле. Не мы. Ну, в 90-х годах там пытались же, там, министерство там преобразовать в назараты, там, да, там, придумать термины. Ну, не столько придумать термины, а использовать то, что было до революции. Потому что до революции, после революции, например, да, там такое правительство Идель Урала, там у них же Милли Дара, и там были вот министерства в форме назаратов. Малия назарата, Дине назарата, Магариф назарата и так далее. Ну, баланс нужен, конечно. Но мы могли бы там стать такими фанатиками, да, постоянно продвигать эти термины, но никто нас слушать не будет все равно. И смысла в этом нет. Опять-таки, это нужно делать на государственном уровне. Или должны делать как бы независимые лица, но просто уже нужна большая поддержка все равно. И большие финансовые средства, чтобы популяризировать такие слова. Окей, рахмет. Окей, рахмет. Окей, рахмет. Какое-то время ты еще работал в гимназии, в которой ты учился. Вот какое это было время и почему ты решил вернуться в Актаныш? Да, я работал в Актаныше официально с 1 августа 2019 года по 22 февраля 2021 года. Ну, до этого я еще некоторое время работал в гимназии. В сентябре-декабре 2018 года. Это была такая практика. У нас на кафедре религиоведения есть педагогическая практика. Мы должны там неделю отработать в школе, провести 2 урока. Но я проводил уроки, работал в гимназии там 4 месяца. Почему я так решил еще в 2018 году? Потому что до этого, летом 2018 года, я работал в лагере. У нас как бы при гимназии есть лагерь, межрегиональный лагерь Буляк, там отдыхают дети из разных регионов, изучают татарский язык. Я там работал на самом деле еще со школьных лет, вел там уроки истории Татарстана, который некоторое время вел даже уроки журналистики,
сдавал там вместе с отдыхающими газету лагеря. Некоторое время ввел уроки истории религии, общий там предмет гуманитаристика какая-то. Ну, много чего там вел. Но вот несколько лет подряд мы как раз-таки с Ильнаром Наиловичем в лагере делали специальную программу, такую вот историческую, можно сказать. Там были ханства, там были специально наши придуманные мероприятия, типа там татарский рыцарский турнир там, и так далее. И там у нас еще была такая система инквизиции. Я был инквизитором. Не буду объяснять, что это такое, но там никого не сжигали. И вот после этого я понял, что мне хочется поработать все-таки с детьми некоторое время. И я попросил нашего директора, Рузилю Ильдаровну, взять меня так, не то что на работу, да, то есть вот попрактиковаться некоторое время. И я, получается, когда учился на четвертом курсе, вот 4 месяца был воспитателем 7 класса в гимназии. Но там я параллельно вел как бы свои проекты еще, я там еще в это же время волонтерствовал, работал в сельской школе, в которой я учился когда-то до гимназии. Там вел уроки истории и обществознания. Короче, у меня была такая интересная практика. После этого я вернулся в Казань, закончил учебу. Но когда уже подходило все к концу учебы, меня все-таки пригласили в Актаныш поработать во время магистратуры. И я согласился, и уже вот с 1 августа 2019 года работал в гимназии. Отвечал за проекты, за такую вот проектную работу, за взаимодействие с внешними партнерами, с университетами и так далее. Ну, вот у меня такая интересная там практика, так уже двухгодичная, можно сказать. Мы проводили очень много интересного в гимназии. И мероприятий, кружки. Это просто что-то с чем-то было на самом деле. То есть иногда мы действовали как какой-то культурный центр даже. Потому что у нас и TED X проходил, и Шекспира мы ставили, и Харун Фест, ну, такой фестиваль науки онлайн провели, где участвовали там молодые ученые с разных стран. Так что это было что-то интересное. Мы даже в прошлом году организовали встречу с Михаилом Саминым, студент ВШЭ, ярый навальнист, да, вот такой активный человек, который, когда учился в школе, ему сейчас 20 с лишним лет, кажется, когда он был школьником, он был патриархом Русской Пастафарианской церкви. А он еще как бы организовал краудфандинг и издал при помощи краудфандинга книгу «Гарри Поттер и методы рационального мышления» на русском языке. Да. И это он собрал, не знаю, сколько миллионов рублей, но это самый крупный и успешный краудфандинг в истории Рунета. Вот. Но он оппозиционер еще, да, то есть такой интересный чувак. И мы как бы организовали онлайн-встречу с ним в нашей гимназии. Мы об этом мало кому рассказывали, потому что как бы боялись все-таки, вот такие непростые времена. Мы даже и такие вещи делали. То есть это вообще нонсенс для школ, что сейчас там с навальнистами, скажем так, да, ну, оппозиционерами, мы еще, которого, кстати говоря, периодически арестовывают за участие в митингах. Такой интересный мальчик. Мы еще как бы организовали такую встречу в царской школе. Такая у нас там была активность. И мы до сих пор общаемся с детьми, и с коллегами. Я консультирую детей и учителей насчет проектов. И, в принципе, ряд задумок мы собираемся осуществить в Казани, в том числе в Доме Тарской книги. Ну, вообще, конечно, если говорить про вот... Как зовут? Михаил Самин. Ну, вот, вы же с ним, получается, встречу организовали не для того, чтобы вести какую-то пропаганду, конечно, а это просто расширение кругозора. Ну, лично Миша Самин для меня был важен как пример активного человека, который реально что-то делает, и он начал делать что-то, будучи школьником. Он уже еще и программист, и как программист он интересен на самом деле. Это как бы встреча с таким вот активным человеком, в первую очередь. TED, получается, это официальное мероприятие было? Да, TEDx Boarding School.
в Humanities мы проводили в октябре прошлого года. И да, это официальное мероприятие TEDx'овское, потому что мы получили лицензию на проведение, должны были провести еще в апреле, из-за пандемии перенесли на октябрь. И там участвовали наши ученики, а также люди из Казани, из Челнов. Там и дети были. Ну, в целом, как бы у нас молодежная детская была тематика, поэтому большинство выступающих это как раз-таки подростки. Рассказывали о том, что для них важно, что они считают важными. Но вообще общая тема была связана с неопределенностью, жизнью неопределенности. Причем эту тему я придумал еще в ноябре 2019 года, когда подавался вообще на лицензию. И это совпало в целом с неопределенностью 2020 года. Поэтому было интересно, на самом деле. Но это первое официальное мероприятие формата TEDx, который проходил на татарском языке. Но на самом деле не только на татарском языке, у нас были выступления на английском и на татарском. Вот. Но было интересно, на самом деле. Это такой тоже воодушевляющий опыт. В целом я старался всегда проводить мероприятия, которые используются в разных странах, мероприятия глобального формата или часть там каких-то глобальных проектов, потому что главная цель, главная задача — это расширить как раз кругозор наших детей, чтобы они чувствовали себя, чтобы они, будучи татарами, будучи как бы представителями татарской интеллигенции, чувствовали себя частью глобального общего мира и участвовали в этом глобальном мире. Ну, то есть эта гимназия, она действительно, как об этом говорят, так это и по факту, что она растит татарскую интеллигенцию в будущем. Ну, и уже даже сегодняшнюю. Да, растила. Растила. Да, надеюсь, это продолжится. Конечно. Хорошо. И уже вот не так давно вышла новость, появилась новость, что ты стал директором Дома татарской книги, где мы сейчас и находимся. И как это произошло? Как попал в Дом татарской книги? Ну, как раз вот в этом году, в феврале, меня пригласили сюда работать. Ну, тут совпало ряд факторов, ряд событий, то есть неожиданностей даже в том числе, да, то есть сменился директор театра Кореева, пришлось сюда искать людей, то есть и так далее, то есть вот примерно такая там ситуация для многих, нежданчик был такой, на самом деле, и для меня, и для остальных вот людей этой цепочки, на самом деле. Дом татарской книги — это такая интересная институция, которая существует, на самом деле, 1,5 года, хотя находится на очень таком важном историческом месте. В первую очередь, это музей истории татарской литературы с мемориальной квартиры Шарифа Камала. И все начинается с Шарифа Камала, потому что в этом доме, в 3-комнатной квартире, жил Шариф Камал, татарский писатель, с 1928 по 1942 год. И после его смерти здесь открыли первый музей татарского писателя. То есть до этого в Казани не было музея татарских писателей, но Шариф Камал был очень авторитетным, уважаемым писателем своего времени, и его уважала советская власть. И ему как бы вот его память так решили сохранить в форме музей-квартиры. И постепенно этот музей, мемориальный музей, где сохранились его вещи, расширялся, захватывал больше там территорий. И в итоге вот в 2019 году весь дом, этот дом, который находится по адресу Островского, 15, стал домом татарской книги. Но здесь, получается, есть экспозиция, музейная экспозиция, посвященная истории татарской письменности. Есть библиотека, в которой мы сейчас находимся. Есть сама своя мемориальная квартира Шарифа Камала. Это главная гордость нашего музея, нашего дома, потому что здесь как бы подлинные вещи Шарифа Камала хранятся. Но мы не только музей, потому что у нас проходят и культурные мероприятия, у нас есть и типография, и книжный магазин. И в целом мы как бы один из таких вот островков татарской культуры, татарской письменности, литературы, татарской книги в Казани. В Казани, на самом деле, не так много таких учреждений, где можно спокойно приходить, посидеть, изучать литературу, слушать лекции на татарском языке по истории литературы, слушать интересные, необычные концерты, классические на самом деле. Есть как бы в Казани форматы, где татарская культура развивается в форме каких-то экспериментов. Это очень нужное направление, очень нужное русло. Есть форматы, где сохраняется именно традиционный мол и все, что связано с этим, то есть такая классическая форма. И есть места, вот как наше место, где есть и доля эксперимента, но больше всего сохраняется классика, но и классика такая
такая, знаете, знатная, интеллигентная заяла. У нас действительно такой вот заяла Урон, знатное место. И стараемся вот активно в этом направлении работать. Ну вот скоро будем перезапускать нашу типографию и будем делать тоже такие крутые проекты. И также как раз-таки в рамках Дома татарской книги мы предполагаем и Гарри Поттера как-то вот на татарском языке возобновить эту работу. Будут интересные анонсы в будущем. Планы большие. Да, конечно, потому что ну, у нас есть ответственность большая. Все-таки раз мы ставим Дом татарской книги, мы отвечаем за татарскую книгу. Мы должны активно общаться и с библиотеками, и с писателями, и с другими институциями. И вот продвигать идею татарской книги. Поэтому, да, много планов. Надеюсь, у нас все получится. Вот. Ну, мы хотим стать таким вот популярным местом, точкой притяжения, чтобы и студенты, и школьники, и старшее поколение общались между собой и продвигали татарскую культуру, татарскую литературу. Да, у нас даже в планах есть как бы идея лектория на русском языке для горожан. Вкратце объяснить суть основные моменты татарской истории и основные этапы развития татарской литературы. Потому что мы всегда говорим, что у нас многовековая, тысячелетняя такая, да, история татарской литературы, татарского языка, письменности. Но, как правило, мы об этом говорим кому? Говорим себе. Да, и практически не пропагандируем нашу литературу на других языках. Поэтому нужны мероприятия на русском языке и на татарском языке. Само собой, нужна и переводческая работа, перевод татарской литературы на другие языки, переводчик на русский язык. В этом плане тоже у нас есть наметки, как бы у нас проводились лаборатории раньше, мы это тоже хотим возобновить, готовить уже переводчиков. И союз-писателей в этом направлении двигаться сейчас активно, ну, будет двигаться, у них тоже есть планы в этом направлении. Но мы тоже хотим участвовать в этом и помимо переводов в целом просто рассказывать, объяснять, хотя бы на пальцах, что есть такое татаро-эдабиято. Потому что там очень много интересных образцов. Я как человек все-таки чуть-чуть посторонний, который пришел из школьной среды и который по образованию религиовед, смотрю на это не как литературовед, поэтому как бы вот, наверное, в этом есть как бы свои плюсы. Но у нас очень хорошие сотрудники, очень образованные люди. И мы привлекаем образованных таких вот профессионалов своего дела. Поэтому, думаю, у нас получится это сделать. Окей. Рахмет. Сізге рахмет. Это был Айдар Шайхин.